Наша съемочная группа побывала на оперативно-профилактическом мероприятии госавтоинспекции. Инспекторы целенаправленно проверяли автомашины с красивыми номерами. Именно такие автомобили все чаще фигурируют в ориентировке ГАИ как злостные нарушители ПДД. Владельцы наглухо затонированных авто позволяют себе превышать скоростной режим, создавая аварийную ситуацию. Первое внимание дорожных полицейских привлекла иномарка «Бриллиант» с 3 девятками. На передних боковых стеклах, которые были установлены шторки. Видимо, в виде бонуса у водителя не оказалось при себе еще и документов на автомашину. Скажите, а зачем вам сетка? Для чего используете? Для каких целей? На водителя выписано 2 постановления о штрафе на 500 рублей за каждое правонарушение. В конце концов, водитель осознал вину и устранил причину нарушения на месте. При дальнейшем патрулировании стражи порядка заметили еще одного любителя шторок. Когда госавтоинспекторы потребовали у владельца ленд-крузера снять сетку, он, предъявив удостоверение работника прокуратуры, начал проявлять агрессивность, несмотря на то, что он сам нарушил закон. Но, тем не менее, ему пришлось подчиниться законному требованию полицейских и убрать сетки. Следующий представительский ленд-крузер с 3 шестерками привлек внимание с очень темными стеклами, явно тонированной не пленкой. Давайте вашу машину визуальный осмотр сделаем. К моменту остановки иномарки тонировки уже не было. Это так называемое двойное стекло. Когда за заводским прозрачным устанавливается тонированное, которое при необходимости моментально опускается дополнительным механизмом. Стоит отметить, что за подобное ноу-хау автолюбителю грозит прекращение регистрации транспортного средства за незаконное внесение изменений в конструкцию автомашины. То есть у владельца отбирают госномера и свидетельства о регистрации железного коня. Есть у нас в городе дорогие машины иностранного производства, которые имеют двойные стекла. При виде сотрудников ДПС они отпускают тонированные стекла на передних боковых стеклах и поднимают нормальные стекла без тонировки. Эту проблему надо решать на уровне руководства. В соответствии с требованиями технического регламента лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а 2 передних боковых стекла не менее 70%. Тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной наездов на пешеходов в темное время суток, а также столкновения при перестроении транспортных средств. Целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и неукоснительно следовать установленным техническим требованиям к транспортным средствам. При постановлении первичного протокола за нарушение в части нанесения на автостекло цветных пленок, шторок и других предметов, ограничивающих обзор водителю, на правонарушителя накладывается штраф 500 рублей и выписывается предписание об устранении нарушения в течение 10 суток. Если гражданин не выполнит предписание, решением суда его обяжут заплатить в бюджет уже 1000 рублей, но также могут ограничить свободу на период до 15 суток. В качестве примера приведем факт задержания водителя BMW X5. Автолюбитель проигнорировал законы и требования сотрудников полиции об устранении причины совершения правонарушений, то есть тонировки. В этот же день в отношении водителя составлен протокол, а он сам был направлен в суд. Теперь ближайшие 2 дня он проведет в изоляторе временного содержания. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24.